Из письма Маншук к матери. Пожелала лично участвовать в боях, поэтому перешла в батальон, где сейчас являюсь пулеметчицей. Знаю, что еще совсем плохой знаток военного искусства, но зато я довольна, что нахожусь на таком месте, где человек может доказать по-настоящему свою любовь к родине. И я докажу это. Родина. Это и тишина этих улочек древнего Уральска, где прошло детство Маншук. Это и взметнувшиеся ввысь кварталы современных городов. Это мы с вами, живущие сегодня. Она очень была веселая, любила петь казахские народные песни, песня Бая, Ахансеры, с хорошим таким человеческим характером. Вспоминает бывший комсорг батальона, ныне герой социалистического труда Егимкул Тасанбаев. Вот когда вручали кандидатские карточки, она сама ростом была маленькая, но симпатичная, красивая такая была. Значит, скат, этот шинельный скат было, значит, одето на шее, значит, такой подобный гимнастерки, юбки такой яловый подобные сапожки, пилотка. Очень красивая эта форма шла к ней. Нахожусь вместе с Красной Армией на передовых позициях, выполняю приказ не отступать ни на шаг. И я лично оправдаю доверие партии, храня на груди кандидатскую карточку. Крепко целую. Из письма Маншук матери. Октябрь 1943 года. Освобожденный Невель. Среди воинов-освободителей этого города была и Маншук Маметова, уже старший сержант, командир пулеметного расчета. Это и в ее честь салютовала Москва. Но ожесточенные бои под Невелем, важным железнодорожным узлом, не стихали. Фашисты непрерывными контрударами пытались восстановить утраченные позиции. То был бой, который обессмертил имя Маншук. Снова и снова ее пулемет отбивал атаки врага, выигрывая драгоценное время. Занятая ею высота оказалась непреодолимой для гитлеровцев. Пошли они во весь рост, самоуверенные немцы. Второй раз Маметова, очевидно, учла ошибку первой атаки, потому что на первую атаку отражала на расстоянии так метров 400, начала стрельбу. Но тогда ей помогали еще два другие пулемета. Вот эта атака, она еще не знала, что два другие пулемета уже вышли со строя. Вторую атаку она, значит, подпустила гораздо ближе, чем первая. Ну и открыла огонь. Продолжался огонь этот минуты 2, наверное. Видно было, как немцы там падали в цепи. Вторые два пулемета молчали. Вел пулемет только один, пулемет Маметовой. После этого, как цепь залегла немецкая, немцы обратно уже в третий раз открыли по нашим позициям минометный огонь с артиллерии. И один снаряд попал прямо в неустрашимости сказалась удивительная сила хрупкой девушки. Эта сила вдохновляла других. За проявленную отвагу и геройство Маншук Маметовой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной Советского Востока, удостоенной этой высокой чести. Память о дочери казахского народа чтит древний русский город Невель. Она, как живая, член невельских швей. Именем Маншук названа улица. Там, где оборвалась жизнь героини, поднялся этот памятник.
Ей было всего 20 лет. Так мало прожито, а так много отдано Родине. Моя судьба в боях. Трудно сказать, что буду жива. Если погибну, то за Родину, за вас, апа. Из письма Маншук. Герои не умирают. Их подвиги, их жизнь становятся примером для других.